Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, к чему привело желание водителя иномарки поскорее проскочить перекресток. Я машину развернул, я поехал на этот столб, руль вырулил, в тормоз ударил. Расскажем, почему водители столкнувшихся автомобилей считали виновным в аварии автобус, который пропускал поток машин. Таким водителям нельзя позволять автобусы водить. Превышения обороны не было. Обороняясь от нападения злоумышленников, нанес им множественные удары ножом. Прокуратура отменила уголовное дело в отношении Евгения Деданина, возбужденное Следственным комитетом. Это и не только прямо сейчас. Не успел проскочить. Сегодня на перекрестке улиц Чистопольская и Меридиана столкнулись «Шевроле Авео» и «Опель Астра». Водитель «Опеля» двигался по Чистопольской со стороны улицы Мусина. Остановился на перекрестке с Меридианой для поворота налево. Пропустил встречный поток, но не весь. Чтобы успеть совершить маневр на зеленый сигнал светофора, решил проскочить перед двигающимся ему навстречу «Шевроле». Но не рассчитал и въехал в левый бок легковушки. Ленар Гинатуллин с места происшествия. Можете сказать, как двигались? Лицо мое показывает, не надо. По словам водителя автомобиля «Опель Астра», двигался он по улице Чистопольская в сторону энергетического университета. На перекрестке с улицей Меридианной остановился, чтобы повернуть налево. Пропустил почти весь встречный поток, осталось дождаться только «Шевроле», едущий чуть позади остальных машин. Но водитель немецкой иномарки, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора, решил проскочить перед «Авео» и не успел. Ударил в бок, меня развернуло. Потом меня машину развернул, я поехал на этот столб, руль вырулил, в тормоз ударил, и в принципе, сюда по траектории я выскочил. Удар пришелся в левую заднюю дверь «Шевроле». После столкновения иномарку развернуло на 180 градусов. К счастью, водитель был в машине один, без пассажиров. Предполагает, что в противном случае вряд ли обошлось бы без пострадавших. Водители решили не затруднять дорожное движение, нарисовали схему и отправились в автоинспекцию для оформления всех документов. Тем более водитель «Опеля» вину признал. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Две иномарки в вечерний час пик стали причиной крупного затора на пересечении улиц Волгоградской и Ибрагимова. Там столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Chevrolet Epica. По словам одного из водителей, аварию спровоцировал многотонник. Почему, узнал Дмитрий Аринин. Кто виноват, могу сказать. Гости из ближнего зарубежья. Таким водителям нельзя позволять автобусы водить. Водитель автомобиля Volkswagen Polo рассказал, что аварию по сути спровоцировал автобус 47-го маршрута. По его словам, общественный транспорт остановился прямо посередине перекрестка и на длительный промежуток времени перекрыл обзор для других участников дорожного движения. Поворачивая, как говорится, направо с неположенной полосы для себя, перегородил всем дорогу. В итоге водители двух иномарок не заметили друг друга. Дорогу не было видно из стоявшего автобуса. Как результат, автомобили столкнулись. В итоге оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Затраты на восстановление автомобилей будут большими, предположили водители и вызвали автоинспекторов. Своей вины в произошедшем не видел никто. Ждем сотрудников. Столкновения с автобусом не было, и он поехал дальше по своему маршруту. Теперь, кто виноват в этом происшествии, будут устанавливать автоинспекторы. Дмитрий Аринин, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112». Следственный комитет сегодня опубликовал часть видеозаписи из камер наблюдения дома бугульминского предпринимателя Евгения Деданина, с которым сейчас работает. На кадрах видно, как двое вооруженных мужчин в масках ведут связанного человека с завязанным ртом из одного помещения в другое. Внешне они спокойны и никуда не торопятся. Напомним, накануне утром в дом к бизнесмену ворвались 3 человека в масках. Связали предпринимателя, его жену и друга, который в это время был в доме. Мужчине удалось развязаться и схватить ножи. В ходе драки он нанес 2 налетчикам смертельные ранения. Один скончался в гараже, другой на улице рядом с домом. Третьему налетчику удалось скрыться, но спустя время его задержали полицейские. Личности убитых установлены. Это 38-летний Иван Нитроголов и 29-летний Владислав Калаярцев, уроженцы Самарской области. Имя третьего подозреваемого не разглашается. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении Деданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Данная статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Однако в Следственном комитете говорят, что возбуждение дела необходимо для проведения всех формальных процедур и экспертиз. Но с этим не согласилась прокуратура. По мнению надзорного ведомства, действия Евгения Деданина не выходят за рамки необходимой обороны. Сегодня первый заместитель прокурора республики Сергей Старостин отменил постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Уголовное дело по статье «Разбой» заведено и в полиции. По нему Евгений Деданин проходит как потерпевший. Кирпич как ключ к собственному финансовому благополучию использовал 33-летний казанец. Как установили полицейские, именно этим строительным материалом подозреваемый разбивал оконные стекла квартир на нижних этажах жилых домов и крал все, что считал для себя ценным. За лето лишив потерпевших денег и ценностей на 400 с лишним тысяч рублей. Анна Городнова подробнее. Что совершали? Ну, это еще совершали, не совершали, это уж суд решит. Но вину признаете свою? Ну, да. В вердикте суда полицейские практически не сомневаются. Доказательства вины 33-летнего мужчины неоспоримы. Оперативники установили, что за лето он похитил в общей сложности более 400 тысяч рублей. Первое преступление было зарегистрировано 20 мая. Жительница Кировского района сообщила, что неизвестный, разбив окно, проник в квартиру и похитил 5000 рублей. Аналогичные заявления в течение лета поступили в отделы полиции Авиастроительный и Вишневский. Общая стоимость похищенных украшений, драгоценностей и денег превысила 400 тысяч рублей. Конец череде квартирных краж наступил с началом осени. 1 сентября в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка и сообщила, что ее квартиру пытались обокрасть. Злоумышленник проник в чужое жилье проверенным способом, разбив стекло. Он выбирал небольшие многоквартирные дома и покушался на квартиры первых 2 этажей. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что подозреваемый передвигается на автомобиле Део Матис. Свидетели это подтвердили. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 2 сентября подозреваемый в квартирных кражах был задержан. Вещи, которые воровали, сбывали, что ли, где-то, да? Ну, какие-то сбывали, какие-то не успел забыть, какие-то сейчас будут возвращены потерпевшим. В настоящее время полицейские установили причастность задержанного к 9 квартирным кражам. По 7 эпизодам возбуждены уголовные дела. По 2 пока проводятся проверки. Дожидаться суда молодой человек будет под стражей. Анна Городнова, вызов 112. В течение 6 месяцев, возможно, не придется заботиться о собственном пропитании жителю Мамадышского района, которого полицейские задержали по подозрению в браконьерстве. Как установили сотрудники группы экономической безопасности, мужчина на притоке Вятки сетями с моторной лодки вылавливал речных обитателей. Разрешения на это у него не было. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительная работа на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. Ухищренный способ кражи алкоголя в супермаркете, невнимательный водитель «Газели» и европейская толерантность. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». На видео очередь возле кассы в продуктовом супермаркете. Девушка в красном платье дожидается, пока кассир обслужит других покупателей, и очередь дойдет до нее. В один момент, оглядевшись, она прячет бутылку шампанского под платье и, как ни в чем не бывало, мелкими шагами направляется к выходу магазина, считая, что оплачивать ей ничего не нужно. Но сотрудники магазина, посмотрев камеру наблюдения, посчитали иначе. На узкой улочке в центре Казани водитель «Газели» уверенно вел свой грузовичок, и арматура, свисающая из кузова, просто чудом не задевала припаркованные автомобили. Но везение продлилось недолго. Новый Mitsubishi. И водитель «Газели», не замечая этого, уезжает. Благо, что хозяин Mitsubishi оказался рядом и бросился догонять невнимательного водителя. Toyota Corolla приближается к пешеходному переходу, пропуская мужчину, идущего по нему. Явно нетрезвый молодой человек переходил проезжую часть настолько медленно, что это не понравилось водителю японской иномарки. Между ними возникает словесная перепалка. И, решив не связываться с нетрезвым пешеходом, водитель «Короллы» уезжает. Но разъяренный мужчина продолжает кричать что-то вслед автомобилю и остается на дороге, препятствуя движению других транспортных средств. А водитель, ехавший позади, понимая, что мужчина не успокоится и будет также стоять, придал ему ускорение.
И напоследок видео о терпеливой Германии. В многокилометровом заторе ни один водитель не занимает средний ряд, чтобы оперативные службы могли вовремя попасть туда, где требуется их помощь. О, смотри, несется. Даже не притормозила. Видите, она несется на бешеной скорости. И все это понимают. Матвей Опросин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.